Доброе утро, дорогие телезрители и все, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Это утро понедельника, 28 июня. Мы встретим вместе с вами Руслан Ачиров и Полина Долинская. На календаре сегодня 28 июня, понедельник. И сегодня мы приготовили для вас много интересного. Во-первых, нас ждет необычная зарядка с Светланой Кобяковой, с директором якутской школы Тадзицюань, которая покажет, как укрепить не только тело, но и дух. Узнаем, как горожане спасаются от жары, увидим, какое мороженое готовят специально для медведицы Харчаны сотрудники Санкт-Петербургского зоопарка. А из нашей рубрики «Советы юриста» вы узнаете, как правильно оформить отпуск. Ну и, конечно же, у нас сегодня очень интересные гости. Мы узнаем, как обезопасить себя и своих родных во время купального сезона. И специально мы пригласили в нашу студию председателя регионального совета общественной организации Всероссийского общества спасания на водах. Ну и узнаем, какими уникальными свойствами обладают якутские дюны, тукуланы и чем завершилась недавняя экспедиция ученых в Якутии. Ну а также мы напоминаем, что работаем в прямом эфире. Если у вас сегодня есть знаменательная дата, есть кого поздравить с юбилеем или с днем рождения, то, пожалуйста, присылайте ваши сообщения на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Ну а начнем мы по традиции с прогноза погоды. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра в центральных районах температура воздуха 15-19 градусов со знаком плюс. В заречной группе 12-19. В южных в Алдане сегодня ожидается тепло 13 градусов, в Нерюнгри 14 со знаком плюс. В Вилюйской группе также потеплело 15-19 градусов выше 0, в Нижнеленских 19-21. В западных теплее всего сегодня в Алекнинске плюс 19 градусов, в Мирном и Ленске 15 со знаком плюс. В Колымын-Дигирской группе Улусов пока еще весна в Чукурдахе плюс 8 градусов. И конкретное полноценное лето в Среднеколымске плюс 23 градуса. В Янских плюс 12, плюс 14, на северо-западе плюс 1. 11 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 19 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-юго-восточный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный подует с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Днем 31-33 градуса со знаком плюс. Самые актуальные и свежие новости мы предлагаем вам посмотреть в нашем выпуске новостей. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Исследования проб атмосферного воздуха провели в 4 районах республики, где действуют лесные пожары. Предельно допустимая концентрация не превышена. На особом контроле находятся 2 приближенных природных пожара у сел Мар и Ударник. В случае ухудшения обстановки в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 45 человек. Чемпионом игр Дыгына 2021 стал уроженец Хангаласского района республики Егор Филиппов. В первый день турнира он во время соревнований по масс-рестлингу получил травму, из-за чего было под сомнением его дальнейшее участие в играх. Второе место занял Николай Матананов из Татинского района, а бронза досталась Дюлустану Наговицыну из Горного района. Сегодня на ипподроме в местности Усть-Хатын состоятся традиционные конные скачки на приз главы республики. Всего будет 6 официальных дистанций и 1 коммерческая. По итогам отбора 12 июня определились несколько фаворитов. Это Шторм Барс из Намского улуса и Мейн Кёнинг из Чурапчинского. В соревнованиях будут участвовать 10 скакунов из 6 улусов. В этом году, как и в предыдущем, скачки состоятся без зрителей на трибунах, но с прямой трансляцией мероприятия. Посмотреть прямое включение с места проведения вы сможете на наших телеканалах НВК «Саха», Якутия-24 и «Мамонт». Кроме того, прямая трансляция также будет доступна на YouTube-каналах. Начало в 18:00. Мероприятие очень важное, потому что на Дальнем Востоке Якутия занимает 1-е место по количеству чистокровных верховых лошадей. И у нас самый большой призовой фонд в Сибири и в Дальнем Востоке.
Приз главы республики с прошлого года увеличен до 5 миллионов рублей. То есть за 2,5 минуты лошадь-победитель получает 2,5 миллиона рублей. К этой минуте у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Большое спасибо, Кристина. Принято считать, что понедельник – день тяжелый, а работать летом в такую жару – это вообще может привести к увеличению стресса. Вам на помощь придет наша необычная утренняя зарядка. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясницу расслабили, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся вверх. Вспомните что-нибудь хорошее, внутренне улыбнитесь, и на этой волне начинаем нашу утреннюю зарядку. Хлопнули в ладошки, растерли. Растираем до ощущения тепла, нагнетаем энергию в ладони и этими разогретыми ладонями растираем, пробуждаем свое тело. Начинаем с ушных раковин. Растираем по периметру вверх, вниз, внутри уха поводили пальцем. И теперь растираем затылок, основание черепа, мышцы шеи сзади, по бокам, плечи. И переходим на плечевые суставы. Обязательно представляйте, как вы снимаете ладонями с суставов застойную энергию, стряхиваете ее на землю. До ощущения тепла растирайте все суставы, локтевые. И сейчас запястье стряхнули, другая рука. Хорошо. Теперь сжимаем руки в кулаки и вот этими костяшками без нажима взбадриваем позвоночник, растираем вниз до копчика, вверх, насколько идут руки. Нажим усиливаем и растираем спину, поясницу, таз. Ощущайте, как у вас пробуждается вся спина. Перевернули ладони к себе и до ощущения тепла растерли область почек, ребра, талию, живот и тазобедренные суставы. Стряхнули. Выставляем одну ногу вперед, растираем колени вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. Другая нога то же самое. Вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. И теперь чистим пальцы. Снимаем грязь, грязную энергию, которую мы собрали с суставов, и стряхиваем ее на землю. Держим, делаем довольно плотно. Одновременно массируем активные точки на наших пальцах. Растерли между пальцами, по паре раз достаточно. Взяли руки в замок, потянулись, выгнули спину. Спину назад тянем. И вдох, и на выдохе прогибаемся. Вдох, и на выдохе в сторону. Вдох, и на выдохе в другую. Повернули корпус, таз тянем назад, руки вперед, ощущаем, как растягивается поясница. Вдох, на выдохе тянемся вверх. Вдох, на выдохе опять в сторону и расслабились. Итак, правую руку толкаем вверх, левую тянем вниз, вдох, и на выдохе растягиваем тело, плечи, шею, расслабляем. Смотрим на тыльную сторону верхней ладони. Вдох, потянулись. Расслабились, выдох. Отлично. Ну что ж, мы с вами разбудили свое тело. Теперь надо настроиться на позитивный рабочий день. Ноги поставьте на ширину плеч. Колени мягкие, поясница расслаблена. Плечи опущены на лопатки, свешены вниз. Макушка с едва заметным усилием тянется к небу. Делаем вдох и представляем, как вся гармоничная энергия земли и неба втекает в наше тело. Кладем эту энергию в область за пупком. Ладони можно сложить на пупок, можно прикрыть глаза. И вспомните самый счастливый момент жизни. Внутренне улыбнитесь, наполняйте энергией вашей улыбки все свое тело, все пространство вокруг себя. Сияйте радостью, счастьем, любовью. Опускаем руки. Приставляем левую ногу к правой. Хорошего дня, будьте здоровы и счастливы!
Ну что, друзья, действительно очень хорошая зарядка. Наш оператор, да, Петр Шестаков, вчера был на сплаве. И сейчас во время этой зарядки тоже повторял движение. Петр сказал, что у него прошла спина, то есть у него перестала болеть спина. Да, Петр? Петр очень Петр у нас стесняется. Но вообще на самом деле вот это вот как бы тай ци цюань, она помогает, во-первых, держать хорошую физическую форму. Также она дает бодрость духа. А вообще на самом деле она в буквальном смысле переводится как кулак великого предела. То есть это китайские боевые такие. Да, ну и с этого боевого искусства, с китайского, мы переходим к китайскому восточному гороскопу. Давайте посмотрим, что подготовил для нас прогноз. Овен. При желании вы способны достичь успеха, но он будет подразумевать крупное вложение сил, нервов и времени. Телец. Энергии на этой неделе будет достаточно, чтобы выполнить уйму дел. Во второй половине недели ожидается нестабильность в делах. Долгосрочные планы следует перенести на следующий период. Начните выправление ситуации с мелких или второстепенных задач. Близнецы. Неделя заставит всерьез заняться личными отношениями. Тем, у кого есть семья, следует максимально сосредоточиться на нуждах близких людей. Время заняться собой появится к выходным. Источником вдохновения могут стать творчество, спорт, интеллектуальные задачи. Рак. Не надо вкладывать силы во что-то одно. Действуйте сразу по нескольким направлениям. В конце недели нежелательно убегать от решения вопросов в личных отношениях. Чем четче и яснее будет ответ, тем ниже вероятность ревности, обид и недосказанности. Лев. Удача на этой неделе сама бежит в руки. Научитесь читать между строк информацию, полученную в ходе каждого диалога, и правильно расшифровывайте подсказки Вселенной. Вторая половина недели – прекрасный момент для любовных реформ. Попытайтесь устранить имеющиеся в браке разногласия. Дева. В любви лучшие результаты принесет чуткий подход к близкому человеку. Тем, кто пока не нашел спутника жизни, рекомендуется открыться для виртуального диалога. Человек, который появится в вашей судьбе в этот период, немного позднее займет в ней прочное место. Весы. Не бросайтесь из огня в полымя. Когда есть несколько вариантов развития событий, следует предпочесть тот, который максимально комфортен не только для вас, но и для вашего близкого круга. Скорпион. Чуть больше откровений в сфере любви и раскрепощенности в браке – вот что поможет сделать атмосферу вокруг вас более спокойной и гармоничной. Неделя благоприятствует началу диет и переходу к здоровому образу жизни. Стрелец. Главное, чтобы цели этой недели не нарушали права ваших близких. Порой вы будете не слишком сдержанными в поведении и словах. Постарайтесь как можно скорее выправить ситуацию в позитивное русло и не отказывайтесь принести свои извинения. Больше рассчитывайте на себя, меньше на помощь кого-то другого. Козерог. Перешагните через неприятности, настройтесь на позитив и подумайте о том, как защитить себя от подобных ситуаций в будущем. В конце недели, скорее всего, придется оправдываться перед кем-то из близких. Главное, не убегайте от ответственности. Ищите пути для того, чтобы устранить нерешенные вопросы. Водолей. В начале этой недели вам может поступить материальная помощь или предложение, связанное со сферой финансов. Важно прислушиваться к мнению тех, кто рядом. Если кто-то обратится к вам за помощью или советом, ни в коем случае не отказывайте. Нельзя исключать, что скоро уже и вам придется обращаться за поддержкой. Рыбы. Особенно хорошо будут удаваться дела, в которых можно применить врожденную харизматичность. Не бойтесь слишком настойчиво доказывать свою правоту. Для хозяйственных дел эта неделя подходит не лучшим образом. Любой процесс, который вы начнете дома, займет гораздо больше времени, чем изначально предполагали. Как сказал однажды философ, в споре рождается истина. Ну и, конечно, мы с самого детства участвовали в спорах на шелбан или на конфетку. Вот. Но по мере взросления изменялся эквивалент выигрыша. Да, потом мы уже начали спорить на деньги. А вот с 2015 года был учрежден День российского букмекера. О том, какие еще интересные даты и события произошли в сегодняшний день, 28 июня, в нашей следующей рубрике. 28 июня – День российского букмекера. По народному календарю, если сегодня много комаров, то скоро установится ненастная погода и пойдет дождь. 28 июня 1569 года подписана Люблинская уния между Польшей и Великим княжеством Литовским. Это соглашение объединило две страны в одно государство – Речь Посполитую.
28 июня 1841 года в Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель». 28 июня 1914 года в Сараево убили австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Покушение стало поводом для начала Первой мировой войны. 28 июня 1919 года подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну. 28 июня 1946 года на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа». Машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации. В этот день в 1577 году родился Питер Рубенс, фламандский живописец эпохи барокко. 28 июня 1712 года на свет появился Жан-Жак Руссо, французский писатель и философ. 28 июня 1946 года родился Роберт Лин Асприн, американский писатель-фантаст. В этот день в 1948 году родился Сергей Бодров-старший, советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. В 1949 году в этот день появился на свет Александр Панкратов-Черный, советский и российский актер, режиссер, поэт, народный артист России. Именины в этот день празднуют Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, Михаил, Модест, Семен и Федор. В эти дни погода бьет мыслимые и немыслимые рекорды, а столбик термометра поднимается аж до 35 градусов. Как справляются с жарой животные в зоопарке? В Ленинградском зоопарке под пристальным вниманием находятся жители полярных районов. Это белая медведица и северные олени. У Харчаны в домике прохладно, она может в нем укрыться. Медведица всегда может искупаться. У нее есть целых 2 бассейна. Особенно медведице нравится понежиться под струей воды. И Харчане нравится своеобразное медвежье мороженое. Рыба или овощи заливаются водой и замораживаются. Для многих животных в зоопарке устраивают душ. Особенно его любят эму, хищные птицы, олени и лоси. Например, лось Денис обожает купаться. Он подставляет под струю воды из шланги, начинает сначала один бок, потом второй, потом долго крутится, пока полностью не станет мокрым. Сейчас должен быть лось Денис. Давайте мы на него посмотрим. Вот он. Вот и как раз мы видим, как Денис, тот самый лось, принимает водные процедуры. Вчера хотел днем, чтобы меня кто-нибудь так же из шланга полил, потому что жара была страшная. Ну, на дачах каждый из нас немного Денис. Действительно. Ну и глядя на эти кадры, конечно, невольно хочется всегда охладиться. Ну а самый лучший способ – это, наверное, покушать мороженое. Да, мороженое – это самое, во-первых, распространенное и летнее лакомство, которое помогает нам спастись от жары. А какие еще методы и способы используют наши горожане, мы можем узнать в вопросе. Закрываем шторы, открываем двери, окно и сквозняк устраиваем. Вот так. Просто хожу и все. Ну и воды надо попить побольше. Сижу дома, никуда. Обычно прыгаю в воду, на пляжике там купаюсь. Ну иногда просто захожу домой, включаю душ и просто лежу. Просто вот так лежу. Мороженое едим. Купаться идем. Мороженое едим и холодной водой обливаемся, вот и все. Спасаетесь от жары в летнее время? Вот иду на дамбу. Купаться, да? Да. Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня, Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня, Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Ты в порядке? Расскажи мне, Саня. Ну, вообще, друзья, все мы, конечно же, любим искупаться. Начало купального сезона – это явный признак того, что лето наступило. Но, тем не менее, все-таки лучше не забывать о правилах безопасности на воде. И сегодня у нас в гостях Гаврил Кононов, председатель регионального совета общественной организации Всероссийское общество спасания на водах. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. А сейчас в Якутии стоит жара. И несмотря на то, что официально городской пляж еще не открыт, горожане уже давно там отдыхают, причем купаются они и делают это семьи. Вот какая работа проведена со спасателями перед открытием плавательного сезона, купального?
Так, ну, в течение уже нескольких дней мы совместно с инспекторами ГИМСа проводим рейды по 202-203 микрорайону и видим, конечно, такую картину, что очень много купающихся, и с детьми они приходят. Некоторые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Это очень опасно, и действительно мы можем избежать гибели людей, если откроем этот пляж. Да? Что нужно знать в первую очередь? В первую очередь надо родителям смотреть за своими детьми. И хотелось бы, чтобы в первую очередь это безопасность, это научить ребенка плавать. Чтобы их научить, это многого не надо, там 5-7 дней, и они могут научиться плавать. Что бы еще хотел сказать, мы как общественная организация предлагаем как руководству администрации о том, что некоторые пляжи, они по своему течению реки, в них как санаторные пляжи не могут открыться, да? Значит, поставить в них выдвижной пост, состоящий из 4 спасателей, которые прошли обучение по программе «Спасатель» на водных объектах, которые по своему физическим и здоровью могут оказывать помощь. Это не только у нас на территории города Якутска можно организовать, а по всей республике, в каждом наследии, так как каждый наследие у нас находится возле водоема, возле реки, возле озера. И я обращаюсь ко всему населению, да, о том, что в первую очередь спасание это мы должны поставить своих спасателей в каждом наследии. Хватает ли, достаточно ли у вас кадров именно квалифицированных специалистов, которые действительно смогут помочь и оказать первую помощь на воде? Так, ну, кадров, я думаю, что молодых людей, которые могут пройти это обучение, у нас достаточно. Но главное, конечно, им достойную зарплату поставить. И мы наберем таких людей. Уже пошли переговоры с учебным центром спасателей. Буквально на прошлой неделе мы сами прошли обучение по программе «Спасатель» на водных объектах. Как руководитель учебного центра Елена Олеговна, они говорят, что могут начать и готовы обучить ребят. То есть это будут добровольцы, допустим, на летний период времени, когда открыт купальный сезон, да? Да, это в пределах 1,5-2 месяца. Вот что касается тех самых выдвижных постов, они должны быть установлены на каждом пляже, даже на каких-то несанкционированных, то есть чтобы был контроль за людьми. А вот что касается у нас ночного купания, в ночной период времени будут ли какие-то специалисты, те же самые волонтеры, спасатели? Ну, скорее всего, не будет в ночное время. Только в дневное время. Это с 9 утра до 9 вечера. Скажите, вот безопасность детей на пляжах – это особая тема для разговора. И вот, например, как правильно родитель может ребенку объяснить о безопасности на водных объектах? Вода – это стихия, она опасная. Так, в первую очередь ребенку надо объяснить, что в незнакомых местах сразу прыгать, нырять и играться подныриванием, хвататься друг за друга, это нельзя. И чтобы они вообще в незнакомых местах не купались. А какие есть первые правила поведения? Именно чтобы с собственным страхом не довести именно до беды. Как начать себя спасать? Так, в первую очередь, конечно, научить ребенка плавать, да. Второе, конечно, чтобы он научился отдыхать на воде. Это если он устал, перевернуться на спину, вдохнуть воздух и попытаться отдышаться. Так, и, конечно, чтобы он не терял самообладание, не паниковал. Паника – это в первую очередь является причиной гибели и детей, и взрослых на воде. Ну, может быть, сейчас, пользуясь случаем, можно еще обратиться, допустим, к зрителям и сделать какой-то призыв. Пользуясь случаем, я бы хотел сказать, что спасение утопающих – это, конечно, дело самих утопающих, но при этом тех, которые находятся рядом. Смотрите
и на своих детей, и рядом находящихся, и взрослых детей. Смотрите, как они себя ведут на воде. Если он себя как бы начинает запрокидывать голову, судорожно хвататься, ведет себя неадекватно, посмотрите, в первую очередь сразу не кидайтесь на помощь, а посмотрите, есть ли рядом какие-то другие спасательные средства, круги, может даже просто как там бутыль там, от воды, да, 5-литровая, или веревка можно подать. Либо посмотрите, что есть ли рядом другие мужчины, которые могут помочь. Вот. И обязательно, конечно, надо прийти на помощь своим людям. Спасибо большое, мы вас благодарим, что вы сегодня посетили наш утренний эфир и, конечно же, разъяснили достаточно многое. За вот эти советы, которые вы нам даете, друзья, давайте действительно будем контролировать себя и своих родных на воде, потому что лето все-таки это прекрасное время. Действительно, да, лето – это прекрасное время, когда можно выехать на природу, отдохнуть на свежем воздухе. Но не у всех горожан иногда есть такая возможность поехать куда-то. Но не расстраивайтесь, даже в центре города можно окунуться в мир природы и даже тропических растений. Ботанический сад СВФУ – это уникальный экосад, где собрана коллекция тропических и субтропических растений. Наша съемочная бригада побывала в современном оранжерее и успела запечатлеть, как цветет сирень. Летом, да, солнце светит всем, но загорают лишь счастливцы. Да, друзья, о том, как правильно уходить в отпуск и что нужно знать перед этим, мы узнаем в нашей постоянной рубрике «Советы юриста». Доброе утро! С вами рубрика «Советы юриста». И сегодня я вам предлагаю разобрать такую тему, как ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Так вот, право на использование ежегодного основного оплачиваемого отпуска у обычного работника возникает непосредственно через 6 месяцев после непрерывной работы. Однако, есть категория работников, которым данный отпуск может быть предоставлен в любое удобное для них время. К таким категориям относятся женщины перед отпуском по беременности и родам, либо непосредственно после него. Это работники, не достигшие 18-летнего возраста. Это работники, усыновившие детей в возрасте до 3 месяцев. Это совместители, одновременно с основной работой время, ну а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. Далее, за вторые и последующие годы отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, который, в свою очередь, должен быть утвержден как минимум за 2 недели до начала календарного года. О начале отпуска работодатель обязан уведомить вас как минимум за 2 недели, а выплатить причитающиеся отпускные как минимум за 3 дня. В исключительных случаях работодатель имеет право, но не обязанность отозвать вас с этого отпуска, но только при вашем письменном согласии. При этом ставлю вас в известность то, что непредоставление отпуска в течение 2 лет подряд запрещается. Запрещается Трудовым кодексом. Даже если по каким-то причинам вам не был предоставлен отпуск в течение нескольких лет подряд, отпускные дни не сгорают. Насчет этого не переживайте. Но при этом сгорает
компенсация за проезд, которая предоставляется один раз в 2 года. На этом все. Это была рубрика «Совета юриста». Оставайтесь с нами. Ну что, мы продолжаем тему жаркой погоды и предлагаем познакомиться с нашим следующим героем. Это Василий Иванович Эму. Он Эму. Василий появился в Ленинградском зоопарке в 2013 году. Приехал он из Калининградского зоопарка. Его папу зовут Ваня, поэтому величать его стали по имени-отчеству Василий Иванович. Несмотря на грозный вид, Эму очень общительный. Он узнает сотрудников, которые с ними работают, и всегда подходит поздороваться. Особенно он радуется, если работники приносят ему любимое лакомство – свежие одуванчики. Василий Иванович очень любит бегать под дождем, поэтому у него почти целый день включена поливальная установка, чтобы он мог всегда насладиться холодной водой. Слушай, ну я думал, что не знаю, таким животным дают другие имена. А то мы сегодня познакомились. Лось Денис. Лось Денис, Саня, который был в порядке, да. А еще у нас Василий Иванович. Ну, очень приятно. Зато людей у нас называют Джулия, Милана. Как все поменялось в этом мире. Друзья, последние новости. Прямо сейчас к нам присоединяется наш новостной обозреватель Кристина Якупова. В России началась избирательная кампания по выборам депутатов федерального парламента. Всего их 450. С учетом пандемии, согласно решению Центра избиркома, само голосование растянется на 3 дня с 17 по 19 сентября. Члены молодежной избирательной комиссии при Центральной избирательной комиссии республики призывают всех, а в особенности молодых, активно принимать участие в предстоящих выборах. Они отмечают, что от голоса молодежи зависит будущее не только региона, но и всей страны, в которой им предстоит учиться, развиваться и жить. Выборы депутатов Государственной Думы являются важным этапом демократии нашего государства, так как Конституция устанавливает, что высшим источником власти является многонациональный народ. И именно 19 сентября многонациональный народ должен изъявить свою волю и выбрать своих представителей в Государственной Думе. Государственная Дума – это парламент, одна из палат парламента нашего государства, и мы должны выбрать представителей туда, тех представителей, которые будут творить законы нашего государства. Эксперты ХХРУ, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали базу резюме и выделили 5 фактов о молодых соискателях из Якутии. В возрасте от 18 до 22 лет в среднем претендуют на зарплату в 30 тысяч рублей. Соискатели от 23 до 27 лет на 35 тысяч, а молодежь от 28 до 34 лет на 40 тысяч рублей. Самые популярные профессиональные сферы – это продажи, транспорт и логистика и административный персонал. При этом каждый 9-й хотел бы работать удаленно. Кстати, наиболее престижные молодые люди считают работу в IT-отрасли. На 2-м месте – нефтегазовая сфера. Необычно жаркая погода стоит в городе Якутске уже пару недель. По прогнозам метеорологов, в ближайшее время ситуация не изменится. Столбик термометра в дневное время не опустится ниже 29 градусов. Если сравнить с показателями прошлого года, то в это время в среднем температура была плюс 24 градуса. Специалисты МЧС России в условиях жары советуют ежедневно проводить дома влажную уборку и не употреблять очень холодные напитки. Мы же решили спросить у гостей и жителей города Якутска, как они переносят палящий зной и что советуют делать в такую жару. Терпимо, я так думаю. Можно, если здоровым быть, все можно потерпеть. Главное, здоровый образ жизни, и все. Свежим воздухом погулять надо. Вот шляпу носим, но плохо. Переносим плохо, вот. Ну, очень негативно сказывается, конечно, на организме. Приходится вентиляторы постоянно включать, воды много пить. Ну, неплохо. Пока молодой, переношу. А так, пью больше, гуляю чаще у воды с ветерком, более-менее справляюсь.
шляпе. Под солнцем нужно находиться обязательно в шляпе. Очень хорошо, если зонт еще есть, да. И, конечно же, больше в тени, чтобы было прохладно, чтобы температура была нормальная. И, конечно же, пожилым людям довольно опасно, конечно, летом находиться под солнцем, и поэтому больше дома, больше в комфорте. А то так, зима-то скоро придет все равно, не успеешь. А глянут, и опять в холод одеваться. А так как вышло все. И зимой выходишь на улицу и думаешь, летом как я без одежды хожу? Вот и настало это время. На этом у меня вся информация. Хорошего вам дня. Друзья, Полина буквально недавно вернулась с Южной Якутии, да, с Нерингри, где было снято несколько выпусков передачи «Испытано на себе». Поделитесь впечатлениями, что ждет наших зрителей? Что я на себе испытала? Ну, на самом деле, друзья, нас ждет очень много чего интересного. 2 программы будут посвящены именно истории Южной Якутии, которые, во-первых, затронут легенды эвенкийского народа. Ну, а конкретно сейчас мы бы хотели немножечко вам показать трейлер предстоящего выпуска. Как мы познакомились, во-первых, с эвенками, как мы поехали к ним в стойбище и что такое королизация. Между прочим, это ежегодное мероприятие. Даже люди вакцинируются, а тут тем более олени. Так что, друзья, предлагаю узнать, что же нас ждет. Испытано на себе. Сейчас мы находимся в Иенгринском эвенкийском национальном наследии, село Иенгра. И отсюда на внедорожнике мы направляемся в оленеводческое стойбище Возрождения. Всем привет, друзья! Это программа «Испытанная на себе». Меня зовут Полина Долинская. И сегодня мы расскажем вам, как проходит королизация оленей. Вот этой ленточкой мы отметимся, что мы пришли с миром в гости, с благими целями. В основном стараемся работать браконьерством. Специально для этого разводится вот такой сомнин. Я горошки собираю, за водой хожу. Сейчас, друзья, я буду пробовать эвенкийский деликатес. Испытано на себе. Деликатес я тоже на себе испытала. Оказывается, молоко оленей очень жирное и замечательно вкусное. Даже сахар, я сначала спросила, вы добавляли? А говорит, нет, оно само по себе такое. Думаю, полезное и питательное. Полезное и питательное. Якутский йогурт, эвенкийский даже, можно сказать. Лето – это пора отпусков, и, конечно, хочется провести эти жаркие дни в красивом и спокойном месте, как говорится, отдохнуть и телом, и душой. Ну, и думаю, что... Назовите, какие необычные туристические места в Хангаласском улусе вы посещали? Ну, я был на Ленских столбах, и часто с друзьями ездим на Иланку, на тот берег, и один раз был на Булусе. Вот все, что могу посоветовать в Хангаласском улусе. Ну, я не был на Тукланах или других местах, но отзывы говорят, что это очень красивые места. Булус, Ленские столбы и Отома. А в каком из них вам больше всего понравилось? Отоме, там очень классно, спокойно, тихо, мало людей, можно купаться. Я был и на Ленских столбах, и на речке Синей, и на Токуланах, и в Булусе был, везде был. Просто мало информации. Ну, вообще, Хангаласский улус, он славится своими туристическими местами. Большой туристический потенциал нашего района. Булус я ездила недавно. Тукуланы, песчаные дюны, которые привлекают туристов. Еще у нас есть Кюрюлюрь. В Кюрюлюре мы были тоже недавно. И Туруккая. Тоже такое очень живописное место. А где вам больше всего понравилось? Больше всего мне понравилось в Булусе. Оказаться вот в прохладном месте посреди знойного лета, это очень здорово.
Гордость берет за свой родной Хангаласский улус, потому что там действительно у нас очень много мест для туризма нашего якутского. Тот же самый Булус, также у нас есть там водопады, можно съездить на Еланку. И одно из наикрасивейших мест – это Такуланы, песочные дюны. Ну и сегодня у нас в гостях Алексей Александрович Галанин, доктор географических наук, научный сотрудник, главный научный сотрудник лаборатории общей геокриологии, руководитель лаборатории радиоуглеродного датирования Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук. Доброе утро. Здравствуйте. Мы знаем, что ваша исследовательская группа в этом году получила грант Российского географического общества для выполнения научных исследований. Какие планируются исследования и кто в них будет участвовать, и какая основная цель данных работ? Ну, мы действительно получили грант РГО, это большая победа. И более того, этот грант очень интересный, он посвящен изучению дюнных массивов, тукуланов в Якутии, которые широко распространены. Например, Ленская дюна напротив Булгуняхтаха. Много тукуланов находится в Вилюйском улусе и в других районах. И в целом это огромные такие песчаные пространства со специфической растительностью, напоминающие пустыни, как пустыни в Средней Азии. И вот наша группа в этом году из сотрудников, молодых ученых, и также специалисты и студенты даже из университета, они совершат несколько таких экспедиций, поездок на эти массивы с целью их изучения. Это уникальные объекты. А есть ли уже информация, причина возникновения этих откуда в Якутии пустыни? Вообще, это фундаментальные вопросы, здесь многие скрываются в тукуланах, а сейчас наука современная предполагает, что это ископаемые такие реликтовые пустыни ледникового периода, которые здесь были намного больше и шире в Якутии, и они со степями перемежались, и это современники мамонтов, носорогов, как ни странно, такие ландшафты. Действительно, друзья, вы могли сейчас видеть на своих экранах, красота просто поражает. И все это наша родная республика. Действительно, какая она многообразная и интересная. Да, действительно. И скажите, допустим, какое-то есть практическое применение тукуланам? Ну, действительно, там много полезных вещей в этих тукуланах. Например, на них намного удобнее строить любые сооружения, потому что в них нет льда, и они не протаивают, как многие грунты. Отсутствует вечная мерзлота, получается. Да, там она очень на большой глубине залегает, более 20-30 метров, нету льдов. Второе очень важное такое свойство, полезное, то, что в них большое количество чистой питьевой воды. Источник Булус – это тоже один из таких элементов. И эта вода, она может быть легко по скважинам круглый год добываться. То есть можно бурить скважины, даже если для питьевых и любых нужд. Ну и, естественно, тукуланы – это такие экзотические феномены. Они представляют большой спрос для туризма. Если его развивать, то там нет пределов для возможностей. И конные прогулки, купаться можно, загорать, рыба там ловится, много озер с песчаными берегами. Что касается вмешательства человека, допустим, вы сами сказали, что там очень чистая вода, и если же там будет стоять завод, как это повлияет на общую фауну? Ну, конечно, у нас все предприятия загрязняют, и необходимо соблюдать какие-то меры. Можно все, извиняюсь, загрязнить. Но, конечно, нужно бережно к ним относиться, но в целом сам ландшафт очень быстро восстанавливается, потому что ветер передувает, переметает, и это все консервирует Поэтому, вопрос этот открытый, надо его отдельно изучать. Ну самый популярный тукулан – это напротив Булгуняхтаха, да, рядом достаточно с городом Якутском. А какой самый крупный в республике тукулан? Самый крупный – это в бассейне реки Тюнг, прямо на берегу Вилюя он заканчивается, напротив города Вилюйск. Он размером
больше 1000 квадратных километров. То есть если 100 на 100 километров, представляете, это пески там с небольшими оазисами, с озерами, но в целом это только один тукулан. То есть такие большие тукуланы, они вообще-то называются песчаные моря. Вот в Средней Азии это песчаное море. Есть другие поменьше, крупные в бассейне реки Линде, сравнимые с этим тукуланом Махата. Улахан тукулан есть там и много других. У них есть собственное название. Это такие очень интересные места. А вот они как-нибудь отличаются между собой? То есть там южная часть Якутии, центральная часть и вот Вилюйская группа улусов. Между собой они как-то разница, у них отличия есть? Они различаются, но в целом там наблюдаются очень эндемичные виды растений, которые нигде больше не растут, в том числе вздутоплодник, например, лекарственное растение. Здесь в якутской медицине он широко применяется. Кедровый сланник там растет, очень странные, экзотические такие формы приобретает. Деревья такие разреженные, карликовые. То есть весь ландшафт кажется таким, очень непохожим на остальную часть Якутии. Есть еще крупный дюнный массив Чарские пески, но он как бы на юге Якутии, но уже в Читинской области. Но он в бассейне Лены. Он принадлежит тоже к этой группе, но он в горах, в горной котловине. Алексей Александрович, а какой конечный результат преследует ваш проект Русского географического общества и экспедиции? И почему именно Русское географическое общество поддержало этот проект? Во-первых, это очень экзотический, яркий феномен. И он, естественно, требует какого-то внимания. И, как я сказал, уже много всяких полезных вещей. Но в целом до сих пор в Якутии нет такого красочного научно-популярного альбома с фотографиями. И еще мы планируем небольшой фильм снять про тукуланы. Поэтому географическое общество, оно же как бы популяризует и природные объекты, природные феномены. И я думаю, этот красочный фотоальбом, он будет очень полезен разным потребителям, и студентам, и просто туристам. И как подарок может быть использован. Поэтому такой хороший результат, и, наверное, из-за него поддержали проект. А что касается туризма, то есть я сейчас смотрю и понимаю, что действительно, не имея там того же самого транспорта, то есть ты этой красотой не насладишься. Как этот проект разрабатывается, рассматривается он, какие-то экспедиции именно для туристов? Вообще-то уже есть туристические маршруты на тукуланы, такие частные, в каждом Вилюйске предлагают. И я будучи, работая в университете также, видел много дипломов, которые защищаются по туризму, цель которых какой-то проект, туристический маршрут с расчетом его экономики. В целом это работы ведутся, но не системно. Если бы какая-то государственная, более такая государственная, или со стороны правительства Якутии была инициатива, наверное, это можно было бы как-то более... Но есть тукуланы, многие доступны на автотранспорте, на водном транспорте. То есть вопрос этот времени, я думаю, когда-нибудь мы поедем. Все, большое вам спасибо за такую интересную беседу. Кстати, что касается тукуланов, однажды я даже видела, что наши якутские спортсмены устраивали там кросс именно по пескам. И лето для спортсменов – это не повод расслабляться, тем более, что можно совместить приятное с полезным и занимаясь спортом на свежем воздухе. Такая возможность каждое лето предоставляется для воспитанников детско-юношеской спортивной школы Сайды, Ингинского наследия и Центра спорта и культуры Алроса, поселка Хандыга. В Хандыге с наступлением лета около полусотни юных спортсменов от 7 до 17 лет проводят совместные учебно-тренировочные сборы в спортивно-оздоровительном лагере Сайды. Учебные тренировочные занятия у нас проводятся в спортивном зале и на свежем воздухе на стадионе «Юность». Основной упор мы делаем на тренировках по вольной борьбе. Дети играют, бегают, работают на ковре и занимаются общей физической подготовкой. Это у нас идет первый этап подготовки к спортивным
республиканское соревнование по вольной борьбе, которое пройдет в городе Якутске в сентябре месяце. У ребят в лагере четкое расписание и солдатская дисциплина. Тренеры Павел Гаврилев, Алексей Пасторов делают упор на физическую подготовку, развитие выносливости и силы. По своей инициативе всемирную поддержку юным борцам оказывает президент Федерации вольной борьбы в Тампонском районе Александр Моторин. Спортивный лагерь дает возможность проверить себя не только мальчишкам, но и девчонкам. 8-летняя Настя Чернова первый год ходит на вольную борьбу, куда ее привел старший брат Егор. Теперь они оба борцы и не пропускают ни один тренировочный день. Мы после тренировки идем кушать. Но в гимназию там нас хорошо кормят. И диетические питания, чтобы хорошо было. Я борюсь с мальчиком, потому что девочек у нас мало. И они слабые для меня. Поэтому я борюсь с мальчиками сильными уже. У большинства юных борцов за плечами не один год кропотливых тренировок. Среди них призеры первенства республики и Дальнего Востока. Но поблажек ни у кого нет, даже новичкам, которых набирают каждое лето. У каждого борца тут есть свои цели, мотивации. В детстве мы, конечно, этого не понимали, но повзрослев уже обрели свою цель. Чего не хватает тут для нас, борцов, это, скорее всего, собственный зал, отдельный зал борьбы, так как мы занимаемся в общем зале, где также мешают другие занятия, секции. Сейчас делаем. Вот после, когда он пытается накатывать, ногу накидывает. Леша, делай накатывать. Нет. Зад еще раз. Здесь тренируют настоящих бойцов, которые должны быть сильными не только телом, но и духом. У каждого из них есть мечта стать чемпионом. Мне нравится очень ходить на борьбу. Я пришел сюда целенаправленно. Я хочу быть... Я поступил первый год. Первый год я здесь. Мне очень нравится, и я хочу быть настоящим борцом. Чемпионом. Но лагерь этот прежде всего летний, поэтому у ребят есть и свободное время для экскурсий, кино, купания, чтобы с новыми силами приступить к учебному году и подготовиться к будущим спортивным соревнованиям. Мария Винокурова, Богдан Тиянович, Хандыга, Тампонский район. Первую половину июля, нам синоптики, вчера новость смотрел, обещают очень жаркую аномальную погоду. Кстати, не во всех районах. Я же, как мы уже затронули эту тему, недавно вернулась из южной нашей Якутии, и там лето наступило буквально на прошлой неделе. Только неделю их радует солнышко яркое. Я думаю, все тоже познается в сравнении. Тем не менее, давайте мы предлагаем вам посмотреть прогноз погоды на сегодняшний день. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 15-19 градусов. В заречной группе 12-19. В южных в Алдане столбик термометра показал 13 градусов со знаком плюс, в Нерюнгре плюс 14. В Вилюйской группе плюс 15, плюс 19. В Нижнеленских 19-21 градус тепла. В западных 15-19, в Колымы-Дигирской группе Улусов в Чукурдахе плюс 8 градусов этим утром и плюс 23 в Среднеколымске и Черском. В Янских плюс 12, плюс 14, на северо-западе республики, в Тиксе плюс 1, 11 градусов в Оленьке. В Гурде-Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 19 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный дует со скоростью 1 метр в секунду. Сегодня в течение дня преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Днем синоптики обещают нам 31-33 градуса жары. Дорогие друзья, мы на этой прекрасной ноте с вами прощаемся. Желаем вам бодрого понедельника, хорошего начала новой рабочей недели. Да, друзья, и пускай ваше утро этого понедельника начнется с прекрасных видов, с прекрасных звуков. Например, с трели птиц.